Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, хамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Причины прощения грехов. На прошлом уроке мы с вами несколько даже уроков, 2, по-моему, да, прошли аль-ад'иятуль ма'фура фил истигфар, то есть слова поминания Всевышнего Аллаха, которые касаются именно истигфара, и спрашивания у Аллаха прощения, и который оставил нам как наследство ма'фур, то есть то, что оставил нам наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня следующая причина прощения грехов. Это тоже очень важная причина, которая связана с нашей акидой. Это один из видов поклонений, которые находятся у нас в сердце. То есть одно из видов поклонения сердца. Это хусну ван биллях. Хусну ван билляхи тааля. То есть хусну ван это мысли человека, то, о чем он думает, предположение, как мы переводим. Хусну ван, то есть прекрасные мысли, предположения, то есть мысли об Аллахе. Когда человек ждет от Всевышнего только благо, только благо. Ну, мы знаем тему хусну-дхан, суу-дхан, то есть даже в отношениях среди людей у нас должен быть хусну-дхан, когда, например, мы видим даже то, что нам не нравится, да, видим что-то порицаемое в нашем брате, в его действиях, может быть, в его словах, в его жизни, в его поступках, мы должны избегать суу-зон, дурных предположений. То есть, например, мы там увидели брата, например, с какой-то женщиной, мы знаем, что это не его жена, ну, может быть, это его сестра. Так ведь? Может, это его сестра, может, это его племянница, может... То есть вот даже когда мы видим то, что, казалось бы, для нас порицаемо, мы должны избегать дурных предположений, потому что предположение, зан, это не то, что... Это не акида, это не явное. То есть у тебя нет доказательств. Поэтому ты просто предполагаешь. А шайтан, иблис, он всегда занимается своим делом. И любой момент он будет использовать против тебя. Поэтому Всевышний Аллах в Коране сказал: «Иджтанибу», то есть остерегайтесь, «Иджтанибу кафирам минадзан», большинства предположений, «Фа инна ба'да дзанни ифм», ибо воистину в некоторых предположениях есть грех. Есть грех. То есть нельзя думать, вот человек там, у нас же любят такое, да, человек купил новую машину, ну, значит, ворует. Вот наворовал, а может он, субханаллах, там, с 5 утра работает, пашет день и ночь. Нет, он ворует он. Да, особенно, когда там жена говорит: а видишь, сосед там машину купил, а у тебя не такая. Да он же ворует, я же честный, вот я такой. Да, поэтому у нас всегда вот это присутствует, дурное предположение. А мусульманин, даже если он видит что-то явное, ну, греховное, он должен искать что? Оправдание для брата. Как Абдулла ибн Мубарак, по-моему, сказал, один из праведных предшественников, то есть если увидишь какое-либо, что-либо порицаемое в поступках твоего брата, то найди для него 70 оправданий. Найди для него 70 оправданий. То есть если он что-то сделал такое, значит вот на это вот такая есть причина, значит вот эта причина. То есть найди для него 70 оправданий. Если ты не сможешь найти ему оправдание, тогда ищи проблему в себе. Значит, ты неправильно это увидел, неправильно до тебя это дошло. Поэтому, вот, к сожалению, в наших нравах вот это очень хромает, сильно хромает. Мы, вот любой поступок, казалось бы, в нашем понимании, может, даже мы ошибаемся, да? Любой поступок брата мы сразу берем в штыки. И вот что интересно, мы не к нему идем, а мы к другим братьям идем, иногда гайбетом занимаемся. А потом еще хадисы приводим, что там он ахлюль бидага, там он бидагатчик, он еще кто-то. Да у него там акида неправильная, про него можно гайбет говорить, да?
Поэтому он не идет к нему, не говорит ему: брат, иттакилля, побойся Аллаха, это неправильно, это вот так, вот так. Нет, он ему насихат не делает. Он идет к другим и всем говорит, что он такой вот сякой плохой. Поэтому мусульманин, когда видит мусульманина, у него должен быть всегда хуснуззан, то есть прекрасные предположения. Он должен оправдывать братьев. Поэтому кто из также праведных предшественников сказал: если, говорит, я увижу брата, который забрался на холмик, собрал людей и сказал: «Ана раббукумуль агля», я ваш Господь наивысочайший, я, говорит, подумаю, что он читает суру с Корана. Я бы подумал, что он читает суру с Корана. Поэтому это наша природа. И вот эта безнравственность по отношению к братьям, она существует и по отношению к Аллаху. Иногда люди думают об Аллахе плохо, а это есть болезнь. Это есть болезнь. И вот есть поклонение сердца, когда человек думает об Аллахе всегда хорошо. Он всегда думает о нем хорошо. Поэтому, как передает Абу Дауд из сборниках имам Тирмизи, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна хусна дhanни билляхи», воистину прекрасное предположение об Аллахе, то есть когда человек думает об Аллахе всегда хорошо, мин хуснил гибадати, то есть из прекрасных видов его поклонения, то есть из вот этого прекрасного состояния его поклонения. Поэтому это есть поклонение, когда ты думаешь всегда об Аллахе хорошо. Это в сборниках Абу Дауда и Тирмизи. Следующий хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ла ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину дhanна билляхи азза ва джалля». То есть пусть никто из вас не умрет, пока не исправит свои мысли, свои предположения об Аллахе. То есть пока он не начнет думать об Аллахе хорошо, только прекрасно. Аллах прощающий, Аллах любящий, Аллах милостивый. То есть человек всегда должен думать и ждать от него только наилучшего. И что такое хуснуззан билля? Хуснуззан билля. То есть ученые говорят, это ожидание только благого от Всевышнего. Только благого. Поэтому мусульманин, который любит Аллаха, да, который страшится его наказания за свои грехи, он должен понимать, что Аллах, он не какой-то залим, он не тиран. И не надо бояться Аллаха как залима. Аллах, мы знаем, что он справедливый. И даже если он накажет, он наказывает только за наши поступки. Не потому, что там у тебя фамилия не та, или там имя не то. Нет, он может наказать тебя только за то, что ты совершил. «Ваяфу ан кафир». Еще Аллах говорит, несколько раз повторяет, а еще он многое прощает. Он многое прощает. Поэтому вот хуснуззан билля — это когда ты ждешь от Аллаха, ожидаешь только благого, только хорошего. Вот это есть поклонение сердца. И что это нам дает? Что это нам дает? Следующий хадис Кудси. В сборниках имам Ахмада есть более короткий риваят. Это, по-моему, муттафакун алейх, Бухари, Муслим. Но есть еще более длинный риваят в сборнике имам Ахмада, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приводит слова Всевышнего Аллаха: «Ана инда дhanни абди би, фальядхунну би маша». То есть я буду для своего раба таким, каким он обо мне думает. Вот как он обо мне будет думать, какой я, вот я для него буду таким же. Если он будет думать, что я злой, что я тиран, что я залим, я для него, по отношению к нему я буду таким, суровый. А если он будет думать об Аллахе, что он милостивый, что он любящий, что он справедливый, то Аллах будет по отношению к нему таким же. Поэтому в завершении хадиса говорится: «Фальядхунну би маша». Поэтому пускай он думает обо мне то, что захочет. От этого Аллаху, то есть от этого имущества или силы, мощи Аллаха не убавится. Если кто-то будет думать об Аллахе плохо, от этого Аллаху будет плохо.
Нет, Аллах ганиюн хамид. Он не нуждается ни в ком. Он богатый и достохвальный. Поэтому человек что будет ждать от Аллаха, вот то и будет. Это очень важный момент. Хуснуззан билля. Хуснуззан билля. Как передает Джундуб, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Еще один хадис. Вот пока уже примеры не стали приводить. Еще один хадис, который передает нам, я забыл написать, или Абу Хурайра, или Анас ибн Малик. Когда один из юноша, молодой юноша, находился при смерти, к нему пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, навестить его. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, что он вот-вот умрет. И тогда он спросил у него, что ты ждешь от Аллаха. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, понимает, что у него это уже самые последние мгновения, и вот он вот перейдет к Аллаху и получит то, что он заслужил. И поэтому он спросил, вот что ты ждешь от Аллаха? Что ты думаешь об Аллахе? И юноша ответил, я надеюсь на милость Аллаха и боюсь за мои грехи. То есть он не боится, что Аллах может наказать его просто так. Нет, я боюсь, что Аллах может наказать меня за мои грехи. За мои грехи. На что? То есть у него есть и надежда в его сердце. Он ждет от Аллаха только милость, только благо. Но он понимает, что за ним грехи. И за эти грехи Аллах может его и наказать. Поэтому на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, если в сердце одного раба соберутся вот эти два качества, то есть надежда на милость Аллаха и страх за свои грехи, то Аллах Тааля его смилостивится над ним и, иншаллах, ведет его в райские сады. Следующий хадис от Джундуб, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна раджулян каля». Воистину человек сказал, «Валлахи ла ягфируллаха ли фулян». Я клянусь Аллахом, что Аллах не простит тому-то, тому-то. То есть человек говорит от имени Аллаха. Получается, решает за него, да? Я клянусь Аллахом, он еще поклялся Аллахом, не просто так. Я клянусь Аллахом, что Аллах, он тому-то, тому-то, он не простит ему грехи. Каль Аллах. На что Всевышний сказал, «Ман заллази ятаалла алейя ан ла агфира ли фулян». Кто там клянется от моего имени, что я не прощу тому-то, тому-то. Что я не прощу тому-то, тому-то. Фа инни кад гафарту ли фулян. Воистину я простил грехи тому-то, тому-то. Вот о ком он сказал, что Аллах в Аллахе не простит ему грехи, да? Аллах сказал, Аллах сказал, фа инни, воистину я кад гафарту ли фулян, я простил тому-то, ва ахбатту амаляка, и я стер все твои дела. То есть он потерял, вот этот человек, который поклялся именем Аллаха и сказал, что Аллах не простит тому-то, тому-то, он потерял все свои деяния. Все свои благодеяния он потерял за эти страшные слова. Поэтому всегда нужно ждать от Аллаха блага. Всегда нужно думать об Аллахе только хорошо, только прекрасно. Этот хадис в сборнике имама Муслима, раваху Муслим. Также следующий хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна абдан асаба дhanban». Воистину раб асаба дhanban, то есть его постигло прегрешение, он совершил грех. «Факаля рабби аднабту фагфирху». О Аллах, и он сказал, он обратился к Аллаху после того, как он совершил грех, ошибся, споткнулся, в жизни. Он обратился к Аллаху и сказал, о мой Господь, аднабту, я совершил грех. То есть он признал свою ошибку, что он совершил грех, фагфирху, и он обратился к Аллаху с просьбой, прости мне этот грех. Прости мне этот грех. Факаля раббуху. И на что его Господь сказал, а'алима абди
анна лаху раббан ягфиру дзанба яхуду бихи. И знает ли мой раб, что у него есть Господь. У него есть Господь, который прощает грех, но может и наказать за этот грех. То есть, почему он обратился к своему Господу? И признав свою вину, он сказал: Аллах, прости мне, потому что он знает, что у него есть Господь. И его Господь может как и простить, так и наказать. Так и наказать. Гафарту ли абди. И Аллах Та'аля говорит, если он это знал, то есть Аллах спросил, неужели он знает, что у него есть Господь, который может и простить, и наказать? Гафарту. Гафарту ли абди. Я простил своему рабу. Аллах простил его. За то, что он признал, что Аллах, помимо того, что может наказать, может и простить. Потом прошло время, сколько пожелал Аллах. Затем он снова совершил какое-то прегрешение. Грехов у нас достаточно, так ведь? Факуали. И он обратился к Аллаху: Рабби аднабту ахар фагфирли. О Аллах, о мой Господь, я снова совершил грех. Другой грех, фагфирли, и ты прости меня. Прости мне мой грех. И тогда Всевышний отвечает ему: Алима абди анна лаху раббан ягфиру дзанба ва яхуду бихи. И Аллах говорит: мой раб знает, что у него есть Господь, который прощает грех и который может наказать за грех. И Аллах говорит: Гафарту ли абди. Я простил своего раба. Аллах прощает. Аллах прощающий. И помимо этого хадиса, еще мы только до половины дошли, да, очень много хадисов, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям обрадовал свою умму, мусульман, что Всевышний всегда ждет от нас покаяния. Всевышний всегда ждет от нас истигфаров, чтобы простить. И Аллах любит прощать. Аллах любит. Аллахумма иннака афуун. Аллахумма иннака афуун. Во время Лейлатуль Кадр Айша, радийаллаху анха, спросила: и что вот в эти минуты, в эти секунды, вот в эту ночь, что просить, как обращаться к Аллаху? Самые лучшие, самые нужные слова. На что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Аллахумма иннака афу. Аллах, воистину ты тот, который прощает. Тот, который прощает, тот, который спасает, афун, спасает от наказания. Тухиббуль афва, ты любишь прощать, ты любишь спасать своих рабов от наказания. Фа'фу анна. И прости нам, спаси нас от... мы с вами говорили, что афун — это не просто прощать, а избавить человека от наказания за какой-либо грех. Поэтому Аллах любит прощать. И Он поэтому все время нам повторяет. И в Коране очень много аятов, где Аллах напоминает нам, что нужно просить у Него прощения, и Он прощает. И во второй раз, когда человек совершил прегрешение, он обратился к Аллаху, признав свою вину, и попросил у него прощения, на что Аллах ответил: мой раб знает, что у него есть Господь, который прощает грех и который может наказать. Гафарту ли абди. Я простил своего раба. Затем, через некоторое время, человек снова совершил прегрешение и сказал: Робби аднабту ахар фагфирли. О Аллах, я снова совершил прегрешение. Я снова ошибся, совершил грех. Фагфирли, ты прости меня. На что Всевышний Аллах отвечает: Алима абди анна лаху раббан ягфиру дзанба яхуду бихи. Мой раб знает, что у него есть Господь, который прощает грех и который может наказать за этот грех. Кад гафарту ли абди. Я простил своего раба. Я простил его. Аллах прощает. Фалья'маль ма ша. Поэтому пусть он совершает то, что пожелает. То есть вот человек, когда он признает свои грехи, признает свою слабость перед Аллахом, свои прегрешения и обращается к Нему, понимая всем сердцем, что Аллах, Он может и простить, а может и наказать.
То есть, но он понимает, что Аллах может и простить. Аллах его прощает. Этот хадис в сборниках Бухари, Муслим, Ахмад и так далее. И так далее. Следующий хадис, который передает нам Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анхума, пусть Аллах будет доволен и Абдуллай, и Аббасом, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каля Аллаху та'аля», Всевышний Аллах сказал, это священный хадис, хадис Кудси: «Ман алима анни ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا». Аллах Та'аля говорит: кто узнал, кто знает, что я обладатель мощи, то есть обладатель мощи, я способен прощать грехи, что я способен прощать грехи, гафарту лаху валя убали. Я простил ему грехи. Я прощаю ему грехи, малям юшрик би шай'a, если он не будет предавать никого ко мне в сотоварищи. То есть, если он не будет совершать ширк, а мы знаем, что ширк, он не прощается. Это грех, который Аллах не прощает. И человек, который умер, покинул эту землю, не сделав покаяние от ширка, Аллах не простит ему. И все его деяния, это его, может быть, он и намаз совершал, и постился, и хадж, и все остальные, ничто не примется, потому что он совершал ширк. Так ведь? Поэтому Аллах говорит: я буду прощать его, если человек будет понимать, что я способен прощать грехи, то есть он будет ждать от Аллаха прощения, я буду его прощать, если он не будет предавать ко мне никого в сотоварищи. Этот хадис хасан, иснад хороший, раваху табарани, хаким и так далее. Поэтому вот здесь то же самое. То есть чего мы должны ждать от Аллаха? В первую очередь благо. Мы должны благо. Мы знаем, что Аллах может наказать, но Аллах может и простить. Аллах может и простить. Поэтому мы всегда должны ожидать от Аллаха только хорошего. Также Джундуб передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каля раджулюн, ла ягфируллаха ли фулян». И сказал человек: Аллах не простит грехи тому-то, тому-то. «Фауха Аллаху та'аля иля набийин миналь анбия». И тогда Всевышний в ответ словам этого человека, он не спаслал вахи одному из пророков. «Иннаха хати'a». Эти слова являются ошибочными. То есть нельзя так говорить, поэтому пусть он возобновляет свои деяния. То есть пусть он совершает благодеяние. Пусть он работает дальше, старается дальше. А эти слова, они ошибочны. То есть нельзя говорить, вот там увидел человека, да, может быть он, да, погряз в грехах, может быть, Аллах лишил его тауфика, и вот, а ты, может быть, сегодня там в мечети намаз читаешь, да, ты посмотрел на него так, с высокомерием, да, там, надменно, вот ты такой хороший, ты такой машаллах, а он такой плохой, да, нет, Аллах не простит его, а он все, джаханнам. Ты же не знаешь, завтра, может, ты на его месте окажешься, да, а он на твоем. Поэтому Аллах, милость Аллаха, она безгранична. Аллах может, альхамдулилля, раскрыть его сердце, и завтра он может сидеть рядом с тобой и может оказаться лучше тебя. Поэтому нельзя говорить: Аллах не простит тому-то там. Это Аллах решает, кому прощать, а кому нет. Поэтому вот первый хадис как раз это был страшный. «Фаинни гафарту ли фулян», я простил тому-то, а твои дела я все стер. Все твои дела оказались тщетными. И в судный день вот за это слово ты не увидишь своих благодеяний на чаше весов. И вот любой грех, любое злодеяние влечет за собой какое-либо наказание. Да, потому что человек, который совершает грехи по акиде ахлю сунны валь джамаа, если это не явный куфр, то есть есть грехи, которые являются куфром. Человек, если впадает в этот грех, Аллах сакласын, он лишается имана. Он лишается имана. Да, это мы должны знать. Не для того, чтобы там эти фатава выносить, это кафир, для того, чтобы самим остерегаться этих грехов. Но есть грехи, которые не ставят человека за рамки ислама. Поэтому акида ахлю сунна валь джамаа, если человек совершает какой-либо грех,
он является мусульманином, но грешным. И он что? Ястахиккуль азаб мин Аллах. И он достоин наказания Аллаха. Но решать будет, наказать его или нет. Кто? Аллах будет решать. Аллах. Но в основе мы должны понимать, что любой грех влечет за собой наказание. И вот давайте посмотрим несколько причин, которые избавляют нас вот от этих наказаний за наши грехи. То есть человек совершил грех, он должен понести наказание в аду. Так ведь? Он должен оказаться за это в аду. Но есть причины, пути, посредством которых Аллах избавляет, спасает своих рабов от наказания в аду. Вот давайте, иншаллах, сколько сегодня успеем, может даже все пройдем, да? Давайте разберем несколько причин. Ученые собрали эти причины в своих книгах, это с разных книг. Да? И вот самая первая причина – это, конечно, покаяние. Это покаяние. Что такое покаяние? Покаяние, когда человек, совершая какой-либо грех, получается, он нарушил границы Аллаха. Получается, он в каком-то роде отвернулся от Аллаха, отдалился от Аллаха. Но что такое покаяние? Покаяние – это когда человек понял свою вину, раскаялся и вернулся к Аллаху. То есть человек, который покаялся, он вернулся, обратно вернулся к Аллаху. А двери покаяния, они всегда открыты. Аллах всегда ждет своих рабов, чтобы они вернулись к Нему. И мы с вами приводили хадис, это, машаллах, такой прекрасный пример, который оставил для нас наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда путник оказался в пустыне, да, и единственная вода, вот эта вся провизия, его, получается, жизнь была на спине его животного, но это животное убежало от него. То есть он это привязал, животное, но оно убежало. Он туда побежал, сюда побежал, не нашел. И потом, уже потеряв все свои надежды, он вернулся на то место, то есть где, под дерево, где он потерял свое животное, да, и уже собрался покинуть эту землю, потому что без воды, без еды, без животного он не сможет вернуться домой, без еды, без питья он просто не выживет. И он приготовился умереть, и, машаллах, он видит вот это животное. Его конь или верблюд, это не важно, так ведь? Полной провизии, вода, он идет к нему, то есть возвращается к нему. И вот здесь он так обрадовался, вот такое, машаллах, такая радость пришла, что он же все, готов был умереть уже, все. И тут, машаллах, милость Аллаха, животное вернулось, и он обратился к Аллаху, чтобы от сердца восхвалить его, и он сказал: «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». То есть он перепутал. Но Аллах в это время, он больше радовался своему рабу, чем он радовался вот этому. Поэтому Аллах любит, когда его рабы возвращаются к нему. Возвращаются. Поэтому тауба. Тауба, да, мы знаем, что тауба имеет свои условия. Условия, самое первое, он должен раскаяться, он должен понять, что он ошибался. Если человек, даже, может быть, оставил эти грехи, пришел в ислам, но он сидит вечерами и скучает по этим грехам, это не покаяние. Аллах сахвасан, это что-то из куфра. Значит, он еще не в исламе. Если человек пришел в ислам, после ясту намаза вспоминает, как он там во время джахилии вечера проводил, да, какие там бурные вечера были. Если он поскучает по этим вечерам, Аллах сахвасан, это не ислам. Это не покаяние. Аллах не примет это. Человек должен раскаяться, человек должен понять сердцем, нутром, да, он должен понять, что это было неправильно. Он совершил, это было ошибкой. Это была его ошибка, и он должен раскаяться. Так ведь? Поэтому это самое первое. Он должен попросить у Аллаха, потому что внутри тауба, мы знаем, истигфар, он должен попросить прощения у Аллаха. И у него должна быть азима, то есть уверенность, что он не вернется к этому греху. Потому что если кто-то кается, а у него уже в голове планы, да, что на следующей неделе он там туда сходит. Например, вор, который отбирал у людей
не по справедливости, да, не по праву, он решил покаяться, но у него уже планы на следующую неделю, что он еще куда-то вот сходит, вот, ну, чтобы просто там еще одну неделю прожить, да? Нет, это не есть покаяние. Даже если он вернется, это другой момент. Но в момент покаяния у него должна быть железная уверенность, что он не вернется. Не вернется. А то, что после уверенности его постигнет наущение шайтана, и он споткнется, это другой момент. Про это вот хадис есть. Но у него должна быть уверенность. Поэтому покаяние. И когда Всевышний в аятах говорит, что таких-то, таких-то постигнет наказание, Аллах делает исключение. Например, сурат Марьям, 60 аят. «Илля ман таба». Кроме того, который покаялся. То есть постигнет наказание того, кроме того, который покаялся. То есть покаяние избавляет нас от чего? От наказания. «Илля лавина табу». Суратуль Бакара, 160 аят. Кроме тех, которые покаялись. Вот есть исключение. Исключение Аллах делает кому? Тем, которые каются. Поэтому таубатун насух, вот это искреннее покаяние, когда человек делает, альхамдулилля, Аллах избавляет его от грехов, очищает от грехов и избавляет его от наказания. От наказания. Поэтому человек должен всегда каяться, всегда быть в покаянии и всегда должен ожидать от Аллаха его прощения. Поэтому Аллах Тааля говорит: «Куль я айбадия алладина асрафу». Кстати, этот аят, по-моему, самый первый аят был из этой книги, если меня не подводит моя память. Да? «Куль я айбадия алладина асрафу аля анфусихим». Скажи, о рабы мои, которые приступили против себя. То есть грех – это преступление. Когда ты переступаешь границы, вот даже в любом государстве есть преступник, который должен нести наказание. Кто такой преступник? Преступник – это тот, который приступил границы дозволенного. Да? Он убил человека, он преступник. Он сел за руль пьяным, он преступник. Так ведь? Он приступил границу дозволенного. И здесь то же самое. Аллах говорит: о рабы мои, Аллах не отказывается от них. Аллах говорит: вы рабы мои, о рабы мои, которые приступили против себя, против самих себя. Потому что мы чуть ли не каждый урок повторяем, что любой грех, любое злодеяние – это преступление, в первую очередь, против самого себя, потому что ты, совершая это преступление, влечешь на себя наказание Аллаха. Наказание Аллаха. То есть те, которые совершили грехи. «Ла тaqnatu мир рахматилля». «Ла тaqnatu мир рахматилля». То есть не отчаивайтесь от милости Аллаха. Не отчаивайтесь. «Инна Аллаха ягфиру дзунуба джами'ан». Воистину Аллах прощает все грехи. «Иннаху хуал гафурур рахим». Воистину Аллах прощающий и милостивый. Милостивый. Сурату Зумара, толпы, 53 аят. 53 аят. Поэтому Аллах говорит: не отчаивайтесь. То есть всегда ждите от Аллаха. И покаяние. Покаяние. Это первая причина. Вторая причина – аль-истигфар. Это просьба о прощении. Просьба о прощении. Ну, кто-то может сказать, в чем разница покаяния и прощения. А ученые говорят, когда в хадисах, в Коране приходят только одно из этих слов, например, только истигфар, мы должны понимать, что здесь идет призыв как к покаянию, так и спрашиванию о прощении. Например, если Аллах говорит: покайтесь, тубу иля Аллахи, то есть кайтесь перед Аллахом, мы должны понимать, что вот это слово тауба включает в себя и слово истигфар. Но есть моменты, где Аллах Тааля использует оба слова. Вот здесь только может быть какое-то различие, да, между этими словами. А так мы должны понимать, что и тауба, и истигфар – это одно и то же. Но истигфар, дословно мы знаем, когда человек просит у Аллаха прощения. Всегда просит. Мы с вами говорили, что Абу Хурейра, да, в день сколько раз истигфар делал? 12 тысяч раз. 12 тысяч раз он просил, даже были камушки, да, вот некоторые
Братья у нас говорят: Хазрат, почему тут этот бидагат повесил свой? Я говорю: а в чем бидагат этого? То есть, что там использовать четкие ученые сказали, что это бидагат. Есть ученые, которые говорят, что это бидагат, есть ученые, которые говорят, что это не бидагат. Поэтому, опираясь на слово одного ученого, не надо браковать всех и выносить решение. Поэтому это счет. Это счет. Мы не говорим, что вот эти пластмассы, они такие святые, там машаллах, да? Что? Нет, это счет. Это помогает нам восхвалять Аллаха. Самое главное, ты должен произносить сумно 33 раза Субханаллах, Альхамдулилля, Аллаху Акбар. Или 100 раз Ла иляха илляллах. Поэтому кому-то так проще, кому-то так. У нас нет такого, вот прямо вот так должно быть. Были камушки, 12 тысяч раз в день Абу Хурайра просил у Аллаха прощения. И как просьба о прощении избавляет от наказания. Суратуль Анфаль. Мы этот аят читали, 33 аят. Аллах говорит: «Вама кана Аллаху муадзибахум вахум ястагфирун». И Аллах не был наказывающим их, вахум ястагфирун, пока они не спрашивали у Аллаха прощения, пока они делали истигфар. Пока люди делают истигфар, значит, они понимают свои грехи, значит, они возвращаются к Аллаху, знают, что Аллах прощающий, Аллах не будет их наказывать. Поэтому истигфар, когда есть истигфар, Аллах истигфар наказывает, Аллах избавляет человека от наказания посредством истигфара. Третья причина аль-хасанат, совершение благих дел. Мы знаем, что когда человек совершает, хадис, который указывает на милость Аллаха, когда человек совершает, давайте тогда весь хадис пройдем, да? Когда человек делает намерение, ният у него, да, что он совершит какое-либо злодеяние, но не совершит его, он получит за это аджр, благого дела. Потому что он оставил это дурное дело, он не совершил. Так ведь? Если человек сделает намерение совершить какое-либо злодеяние, какой-либо грех, и он совершит его, сколько поступков запишется на него? Один поступок, один грех. Потому что он совершил один поступок греховный. Так ведь? А что касается благих дел, когда человек делает ният, намерение совершить какое-либо благодеяние, но не смог это совершить, он получит за это аджр, что он совершил одно благодеяние. Если человек сделал намерение и сделал это, то Аллах может увеличить эти благодеяния до 10, мы знаем, до 700 раз. Так ведь? Поэтому это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Поэтому فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, за любое благодеяние Аллах записывает 10 раз больше. В 10 раз больше. وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا. Но мы должны понимать, что за любой грех Аллах записывает только столько, сколько мы совершили. Здесь Аллах милостивый, а здесь Аллах справедливый. Он большего не запишет. И вот горе тому, автор книги говорит, горе тому, у кого злодеяния, которые записываются как одно злодеяние, окажутся больше благодеяний, которые записываются в 10 раз больше. Вот вы представьте себе, за каждое дурное дело человек записывается одно дурное дело, а за каждое благое дело минимум 10 благодеяний. И вот, говорит, горе тому, у кого вот этих злодеяний, которые записывались только по одному злодеянию, да, окажутся больше, чем благодеяний, которые записываются в 10 раз, в 10-кратном размере. Поэтому Аллах Тааля в Коране сказал, сурат Худ, 114 аят, «Инналь хасанат юдхибна сайиат». Воистину, благодеяния юдхибна, они отдаляют что? Злодеяние. То есть любое благое дело
оно закрывает, оно покрывает дурное дело. И хадис. Хадис машхур, хадис известный. Иттакилляха хайсума кунт. Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Ва атби'и саййи'аталь хасаната тамхуха. И чтобы после твоего злодеяния было что? Благодеяние. Благое. То есть после каждого греха совершай благодеяние тамхуха. И вот это благодеяние, оно сотрет. Оно сотрет то, что было до него, то есть злодеяние. Поэтому, когда человек всегда старается совершать благодеяние, мы с вами даже об этом говорили отдельно, да, то есть если ты совершил особый вид какого-то злодеяния, ты должен постараться совершить вот этот же вид благодеяния. Помните, нет? Если, например, ты где-то проявил скупость, тогда вот в этом прояви щедрость. Вот ты где-то проявил скупость свою, жадность, да? Тогда, субханаллах, бисмилля, прояви свою щедрость. И тогда, иншаллах, вот эта твоя щедрость, она закроет твою скупость, твою жадность. Где-то ты проявил высокомерие, тогда закрой этот грех таким же благодеянием, такого же рода, таваду. То есть прояви свое смирение, прояви свою скромность. Умар, да, если я не ошибаюсь, Умар ибн Хаттаб идет с таким большим, тяжелым грузом, халиф, ну, невозможно представить, например, президент там такой с бревном идет. Ну, хотя нам с детства говорили, что Ленин всегда с бревном там ходит, да? Вот. Ему сказали: субханаллах, ты же халиф наш. Все, подбегают к нему, хотят забрать его. Нет, говорит, я хочу, говорит, победить свое высокомерие. Говорит. То есть, чтобы не было во мне высокомерия. Поэтому где-то ты проявил высокомерие, а где-то ты вот сделай то, что усмиряет тебя, то, что приземляет тебя, если по-нашему сказать, да? Поэтому любое благодеяние, оно закрывает наши дурные дела. И последняя, наверное, причина, иншаллах, успеем. На сегодня последняя, это четвертая причина, аль-масаибу дуньявия. То есть это мирские трудности. Вот милость Аллаха, машаллах. Когда человек совершает грехи, он заслуживает наказания. Там, в аду. Так ведь? Но Аллах милостивый. И пока этот человек не покинул эту землю, Аллах дает ему трудности, испытания. Может быть, что касается его здоровья, дает ему болезни. И через эти болезни Аллах очищает его от грехов, чтобы в судный день он не понес наказание. Все, он не понесет наказание за эти грехи, потому что он очистился от этих грехов посредством мирских трудностей, болезней. Иногда Аллах может лишить его удела. Да, у него проблемы с деньгами, ему все время не хватает, он в долгах, да, ему тяжело, там, домой приходит, там, жена недовольная вечно, да, ну, когда денег нет, они же не очень довольны, да, вот. Детям там надо за школу, тут долги, там долги, да, вот, то есть это все нормально, то есть это Аллах иногда очищает тебя от грехов. Хотя многие люди там немного, там, чуть-чуть Аллах денег поменьше даст, он говорит, ну за что меня Аллах наказывает? Аллах меня не любит за это. Аллах, может, тебя любит. И поэтому Аллах очищает тебя уже в этой жизни. Иногда Аллах лишает нас близких людей. Так ведь? Поэтому вот этот аль-масаибу дуньявия, то есть вот эти жизненные, мирские трудности, они являются причиной того, что Аллах избавит нас от наказания в судный день. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма юсибуль му'мина мин васабин, валя насабин, валя гаммин, валя хаммин, валя хазанин, хатта шауката юшакуха илля куфира биха мин хатая». То есть, чтобы не постигало верующего из болезней, из трудностей, из тревог, то есть страх, тревога, печаль, горе, даже иголка, которая
приносит какую-то болезнь, иголка, да, которая постигает мусульманина, является, Аллах искупляет этим самым, прощает ему его грехи. Поэтому даже вот когда идешь делать укол, да, вот даже укол этот вот не так сильно болит, да, но даже вот это, на вот сколько ты проявляешь терпение, даже на это Аллах прощает тебе грехи. Любая болезнь, у кого-то голова болит, у кого-то еще что-то болит, да, заболел. То есть все, любая тревога, да, он испугался чего-то, что-то там случилось, болезнь, трудность, печаль, что-то случилось, то, что его опечалило, да, вот это все является искуплением только верующего, да, искуплением его грехов. Поэтому вот очень, машаллах, здесь аят интересный. Суратун Ниса, 123 аят. Суратун Ниса, можете прямо тафсир прочитать. Вот я, по-моему, Ибн Касир смотрел. Ибн Касир смотрел этот аят, Ибн Касире, там прямо 3-4 хадиса приводятся к этому аяту. Когда Всевышний не спаслал вот этот аят, вот в конце аята Аллах говорит: «Ман я'маль су'ан юджза бихи». Кто совершает какое-либо злодеяние, юджза бихи, он получит за это злодеяние. То есть он получит по заслугам, он получит наказание за это злодеяние. Суратун Ниса, женщины, 123 аят. И Айша радиаллаху анха, тафсир Ибн Касир приводится хадис. Айша радиаллаху анха говорила, что это самый страшный аят Всевышнего, что за любое злодеяние человек получит воздаяние. Абу Бакр радиаллаху анху, когда Аллах не спаслал этот аят, Абу Бакр радиаллаху анху спросил: «Я Расулаллах, посланник Аллаха, назалят касимат ад-духр». То есть Аллах не спаслал аят, который ломает хребет, ломает спину человека. То есть и Абу Бакр очень сильно испугался и сказал: а кто из нас не совершает грехи? Получается, Аллах всех накажет. Так ведь? Все мы совершаем грехи, все мы совершаем какие-либо злодеяния. Айюна лам я'маль су'ан. Кто из нас не совершает злодеяния? То есть, получается, Аллах всех нас накажет. И на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, он объяснил, как Аллах наказывает, воздает за то, что мы совершаем грехи. Да? Я Абу Бакр. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Абу Бакр, аляста тансаб, а неужели тебя не постигают трудности в жизни? А? У тебя никогда не бывает проблем со здоровьем? У тебя неужели никогда не бывает проблем с имуществом, с деньгами, с едой, воды не хватает, хлеба?» Да? То есть эти проблемы у нас у всех есть. «Аляста тахзан», неужели ты не печалишься? Неужели ничего вот так не происходит, чтобы ты был опечален, что у тебя вот настроения нет, да, тебе вот трудно, тяжело там, да, что ты не можешь какую-то проблему решить? Неужели вот это тебя не постигает? «Аляста юсибукаль лау...» Сейчас. «Аллауа». То есть, неужели тебя не постигают беды? Неужели ты не теряешь близких? Неужели ты болезни тебя не постигают? То есть, все это у нас есть. Все эти проблемы нас постигают. Так ведь? «Фадалика ма туджзауна бихи». Вот через это Аллах воздает вам за ваши грехи. То есть, получается, если Аллах сказал, что за любое злодеяние вам воздастся, да, это не значит, что Аллах всех отправит в ад и все будут гореть, понесут наказание в судный день. Нет. Посланник Аллаха сказал: вот эти проблемы, вот эти трудности, которые вас постигают, когда человеку горе, когда человек страдает, да, все эти беды, все эти страдания, вот как раз это то, чем воздает Аллах за наши грехи. Поэтому получается, люди, когда именно мусульмане, верующие, когда их постигают какие-либо жизненные проблемы, да, и они проявляют терпение, альхамдулилля, это является искуплением за наши грехи. Ну, это такая тема, машаллах, это очень интересная тема. Это вот когда много людей приходят в мечеть,
которые еще далеки от намаза, пусть Аллах всех наставит на истинный путь, да, амин, и ведет нас по этому пути. Вот когда они начинают жаловаться, вот когда людям хорошо, они не приходят в мечеть. Да, я иногда спрашиваю, а вот если бы у вас этой проблемы не было, вы меня извините, проблема большая, Аллах берса, сейчас будем дуа делать за вас, и Коран почитаем, и поговорим, это все будет, да. Я их успокаиваю, я говорю, ну только вот ответьте мне на один вопрос. Какой? Ну они же хотят дальше со мной, как бы, чтобы я им почитал, да, они заинтересованные лица. Я говорю, а вот если бы этой проблемы не было, а вы бы пришли сюда в мечеть? Они такие раз думают, наверное, нет. Альхамдулилля, говорю, что у вас такая проблема была? Потому что, когда всем хорошо, никому не хочется в мечеть, да? Никому Аллах не нужен, так ведь? Вот если бы, говорю, вот Аллах всегда, Аллах создал нас для того, чтобы мы поминали Аллаха, чтобы мы поклонялись Аллаху, чтобы мы благодарили Аллаха, да? И если бы вот эти, то, что Аллах Тааля дает нам свои дары, да? Когда нам хорошо, когда Аллах все тебе дает, если бы все это было причиной того, чтобы мы приходили в мечеть, чтобы мы там поклонялись Аллаху еще больше и больше, я говорю, таких даров было бы еще больше, так ведь? Но почему-то мы вспоминаем Аллаха только когда Аллах лишает нас, вот поэтому Аллах и лишает нас, чтобы мы чаще вспоминали Его. Поэтому это милость Аллаха. Иногда вот смотришь на джумга, да, например, там 500 человек, 300 человек, я думаю, может быть, 70-80% всех людей, которые приходят на джумга, начали совершать намаз, они пришли через какие-то потери, через какие-то страдания, боль, так ведь? Поэтому, когда хорошо, не хочется. Это первое. Второе, Аллах, Он же, когда дает нам почувствовать вкус нашего поступка, а любой поступок, он имеет запах, он имеет вкус. Какой-то поступок имеет сладкий вкус. Приятный вкус, это хороший поступок. Так ведь? И любой поступок греховный, он имеет горький, очень горький и противный вкус, и противный запах. Вот это же тоже милость Аллаха. Когда мы видим, когда нос чувствует, что мясо, оно все стухшееся, да, испорченное, оно неприятное, как бы запах неприятный, но, альхамдулилля, ты оставляешь мясо, и Аллах избавляет тебя посредством этого запаха от отравления, так ведь? От еще больших бед. Когда ты чувствуешь, что где-то запах газа, ты ищешь, где же, и вот закрываешь, чтобы потом последствий взрыва не было. Поэтому любой грех, он имеет запах. И он имеет довольно-таки неприятный запах. И он доставляет тебе неприятности, трудности в жизни. Не для того, чтобы вот Аллах там хочет тебя наказать, да? Аллах и очищает тебя, и останавливает тебя. Когда тебя постигают вот эти трудности, ты начинаешь думать, а вот почему, что я такого сделал? Значит, есть о чем подумать. Это же просто запах газа. Значит, срочно нужно закрыть кран. Так ведь? Поэтому Аллах Тааля, это милость Аллаха, что Он показал тебе через боль, через страдания, что ты идешь не по тому пути. Поэтому Аллах вот так очищает нас, избавляет нас от наказания, и в итоге это тоже милость Аллаха. Даже адское пламя, ученые говорят, это милость Аллаха. Это кнут Всевышнего, посредством которого Аллах гонит нас куда? В рай. Он говорит, сюда нельзя вам. Поэтому даже адское наказание, даже ад, это есть милость Аллаха. Ладно, следующая причина, иншаллах, у нас еще есть несколько причин, это уже тема следующего урока. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.